Наверное, вы слышали слово «святой» раньше или даже пели его в церкви раз или два. Для большинства людей «святой» означает морально «хороший». Таким образом, Бог свят, потому что Он морально совершенен. Да, но это всего лишь часть значения слова. В Библии понятие святости гораздо больше и глубже. Библия описывает Бога как созидающую силу над всей Вселенной. Он единственный, кто способен создать мир, наполненный такой красотой и жизнью. Эти способности делают Бога невероятным и уникальным, что и означает слово «святой». Мы можем понять Божью святость, используя Солнце как метафору. Солнце уникально, по крайней мере, в нашей Солнечной системе. И оно очень мощное. Оно является источником прекрасной жизни на нашей планете, так что можно сказать, что Солнце свято. Можно пойти дальше с этой метафорой и сказать, что вся область вокруг Солнца также свята. Да, потому что чем ближе ты к Солнцу, тем больше усиливается его воздействие. Именно. Но в то же время эта мощь и благость, дающая жизнь, может быть опасной. Если сильно приблизиться к Солнцу, оно уничтожит тебя. Точно такой же парадокс у Божьей святости. Потому что если ты нечист, грешен, то его присутствие опасно для тебя. И не потому, что оно плохое, а потому что оно такое хорошее. И первый раз мы видим парадокс Божьей святости в истории о Моисее и горящем кусте. Бог говорит Моисею снять свои сандалии, потому что он стоит на святой земле. Моисей снимает обувь, прячет свое лицо в страхе, и Бог говорит: «Не подходи ближе, это опасно». Эта сила Божьей святости раскрывается еще больше в историях про израильский храм, который был главным местом Божьего присутствия. В центре храма была особая комната сильного Божьего присутствия, называемая «Святое святых». И неважно, являлся ли ты израильтянином, живущим на земле вокруг храма, или священником, служащим прямо в храме, ты находился рядом со святым Божьим присутствием, и это было опасно. Да, проблема. И что тогда делать? Библия говорит, что ты должен стать чистым. То есть быть морально чистым. Да, и это довольно просто понять. Но Библия уделяет много внимания другому виду чистоты – ритуальной чистоте. Это состояние, в котором ты отделяешься от всего, связанного со смертью. Например, не прикасаешься к больным или мертвым телам, или даже к некоторым телесным жидкостям. Все это делает тебя нечистым. Быть ритуально нечистым – не грех. Но это ошибка приходить в Божье присутствие, когда ты в нечистом состоянии. Поэтому Бог дал израильтянам четкие инструкции, чтобы знать, когда они нечисты и как стать чистыми, чтобы они снова могли войти в храм. Об этом написано в книге Левит. Да, но это еще не все. Идея Божьей святости продолжает развиваться. Позже в Писании мы находим интересную историю о пророке по имени Исаия. Однажды ему пришло удивительное видение, что он находится в храме прямо в Божьем присутствии. Он был ужасно напуган. Да, ведь он знал правила и понимал, что он не может быть там. Он боялся, что будет уничтожен. И потом появляется странное создание – Серафим. Да, необычное создание. Так вот, Серафим подлетает к Исаии с горящим углем и затем обжигает этим углем губы Исаии и говорит нечто очень странное. «Беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». То есть этот горящий уголь как-то делает Исаию чистым. Это удивительно. Обычно, если ты касаешься чего-то нечистого, оно переносит свою нечистоту на тебя. Но теперь мы видим обратный результат, когда святой и чистый предмет касается Исаии и переносит свою чистоту на него. В итоге Исаия не был уничтожен Божьей святостью, а изменен. В этом заложена еще одна мощная идея Божьей святости. Но есть еще одна история, на этот раз уже от другого пророка, Иезекииля. У него было видение, в котором он стоит в храме и видит вытекающую из него воду. Эта вода превращается в поток, а затем в глубокую реку, которая течет через пустыню, отчего на ней начинают расти деревья. И затем она вливается в мертвое море и оживляет природу вокруг. То есть, вместо того, чтобы сначала стать чистым, а затем пойти в храм, Божья святость выходит из храма, очищая и оживляя все. Что это все означает? Это было непонятно, пока не появился Иисус. Он утверждал, что исполняет все древние видения и пророчества, но по-новому. Иисус ходил, прикасаясь к людям, которые были нечистыми, к людям с болезнями кожи, к женщине с хроническим кровотечением, к мертвым. И когда Он прикасался к ним, их нечистота должна была перейти на Иисуса, но вместо этого чистота Иисуса переходит на них и исцеляет их.
Иисус, как тот святой уголь из видения Исаии. Именно. Иисус утверждал, что Он был человеческим воплощением Божьей святости, что Он и Его последователи теперь являются Божьим храмом, и через них святость Божья будет распространяться по всему миру, принося жизнь, исцеление и надежду. Вот почему Иисус описывал своих последователей как тех, из кого текут источники живой воды. Мы находимся сейчас как раз в этой части истории. Но что будет дальше? Последние страницы Библии завершаются финальным пророчеством о Божьей святости, сказанное апостолом Иоанном. Из его видения мы узнаем о том, как весь мир становится абсолютно новым, а вся земля — Божьим храмом. И там же встречается река Иезекииля, которая течет из Божьего присутствия, питая все творение, очищая от всякой грязи и греха и оживляя все вокруг.